Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Новые возможности выхода на рынки других регионов, продукции и услуг местных предпринимателей, активное развитие культурных и деловых связей. Какие перспективные совместные проекты обсуждаются в эти дни с предпринимателями из Татарстана, мы узнаем сегодня у нашего гостя. Это заместитель председателя татарской общины Республики Саха-Якутия, депутат Якутской городской думы второго созыва Рамиль Закиров. Рамиль Габдулбариевич, здравствуйте. Здорово. Ну, несмотря на то, что вы сейчас и живете, и работаете в Казани, вы практически наш земляк. Вы здесь выросли, вы здесь учились, становление личности произошло здесь у нас в республике. Были делегатом на Всемирный конгресс татар от Якутии, который вот прошел буквально в конце прошлого года. Что обсуждалось на этом конгрессе, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Рад приветствовать вас. Хотел бы сказать, что в декабре месяце от нашей общественной организации объединения татар Туган-Як на территории Саха-Якутия. Мы в составе делегации, нас 20 человека было, Анатолий Михайлов и я выезжали на Всемирный конгресс по приглашению Всемирного конгресса. Хотелось бы сказать, что такое Всемирный конгресс татар. Это огромное объединение, которое распространяется от Австралии до Америки. Да, все татары, которые проживают, ведут бизнес, общаются друг с другом под покровительством правительства Татарстана, пригласили как раз таки с бизнес-миссией для того, чтобы бизнесмены со всего мира, которые проживают уже на территории других стран, встретились друг с другом, пообщались. Около 1500 делегатов было. Нам посчастливилось выступить на данном конгрессе, заявить о себе, что татары проживают на территории Якутии, да, о том, что ведут бизнес активно, и выступили с инициативой об организации 2 торговых домов. Да, практика уже Татарстана в других субъектах есть. Более 30 торговых домов Татарстан открыты на территории не только России, но и за рубежом. И поэтому готовый пакет предпринимателей выйти на рынок Якутии уже сформирован. Но поскольку вы правильно отметили, что я якутянином себя считаю прежде всего, несмотря на то, что по крови я татарин, вот, я сказал о том, что необходимо именно двухстороннее взаимодействие для того, чтобы поддержать предпринимателей из Якутии, выйти на рынок других субъектов, в том числе Татарстана. Вот, сейчас мы активно обсуждаем, кто готов в Якутии. Не просто мы говорим об освоении бюджета, съездить туда на какие-то разовые мероприятия, а кто на самом деле готов. У кого продукт готов, у кого услуга готова. О туризме говорим, о продуктах питания, о ювелирных компаниях, скорее всего. Вот, поэтому мы были услышаны, там активно поддержаны не только бизнес-сообществом, да, но и вот вице-премьер правительства Татарстана, он же является руководителем Всемирного конгресса, оценил. Мы в кулуарах уже провели беседы с торгово-промышленной палатой, также провели беседы. Я прилетел в субботу в Якутию для того, чтобы как раз таки осветить эти мероприятия. После Нового года, да, после всего, уже мы активно вступили в рабочие процессы с торгово-промышленной палатой и Якутии проговорили, и с Министерством предпринимательства. До даже нашей поездки мы говорили обо всем. И как раз таки с министерства поступило предложение, мы и так знаем, что сделано в Якутии образование есть, да, где коалиции. Но единственное, вот еще раз хотел бы отметить, что мы не хотели бы говорить обо всех 150-200 компаниях, которые включены в состав «Сделано в Якутии». Кто на самом деле готов, кто готов нести расходы, риски. Мы готовы своими торговыми домами поддержать их, показать, где какие места имеются, какие ставки арендные, какие существуют логистические расходы по всему этому. Также и для бизнесменов Татарстана, которые не знают, возможно, о рынке Якутии, о потребностях Якутии, дефицита каких-то товаров. Вот. Почему это важно? Потому что уже сегодня, говоря о производителях из Татарстана, можно с полной уверенностью говорить о качестве продукции, обо всех этих моментах. Поэтому вот именно 2 торговых дома смогут объединить усилия, смогут сократить какие-то лишние издержки, в том числе по содержанию представителей, да, компаний, вот, и набраться опыта. Да. Я думаю, что и у Якутии есть чему поучиться.
И в Татарстане давным-давно многое что развито. Хотели бы уделить отдельное внимание сельскому хозяйству, которое развивается в Якутии. Да, мы общались и с Министерством сельского хозяйства Якутии, говорили о том, что выделяются деньги из бюджета для поддержки фермеров. Фермеры, кто где покупает свое оборудование, не может порой по гарантийному периоду обслуживать. Кто-то у китайцев покупает, кто-то в Финляндии, кто-то в Беларуси, кто-то в России покупает. В Татарстане давно уже слаженно есть список, с какими компаниями работать, есть производство оборудования, которое там производится. Вот очень много тем для взаимного соприкосновения, которые можно там. А вот если говорить о предпринимателях из Татарстана, то кто уже изъявил желание, есть ли такие, выйти на рынок Якутии, и с какими товарами и услугами, может быть, предварительно уже какие-то есть договоренности? Конечно, конечно. Мы вот если о продуктовой линейке говорить, то очень мало утки, гуся фермерского, да, качественного на территории Якутии. В Якутии же наоборот. И что общего между нами, да, мы, во-первых, общие тюркскоязычные, да, культуры и традиции смежные у нас есть. Но все это подкрепляется в том числе и товарооборотом, что мы и татары едят конину, да, и в Якутии едят жеребятину. Вот, то есть на этой волне можно общаться. И оленину, допустим. Да. Я уже не говорю о рыбе, да, о нашей бесценной качественной рыбе, которую можно поставлять туда, и готовы рынки. В том числе мы проговорили по опыту Татарстана именно в агротехнопарке. Да, там один из первых в России открыт был агротехнопарк. То есть взаимодействие холдинга Туймады, да, и именно агротехнопарка Татарстана тоже как уже готовые площадки. Да, мы в том числе туда ездили и говорим, готовые якутские ряды принять? Они говорят, да, с удовольствием примем. Ну а вот в Якутии с представителями якутского бизнес-сообщества какие уже встречи состоялись и какие-то, может быть, уже предварительные договоренности опять же появились? Конечно, мы с ювелирами проговорили, и вот Ольга, руководитель направления, как раз таки сделано в Якутии. Мы и в частные переговоры были, и сейчас планируем круглый стол организовать для того, чтобы обсудить, кто на самом деле готов. Ну, я буду, наверное, честен, да, на этом круглом столе, потому что я буду задавать вопрос, кто на самом деле готов. Не просто освоить бюджет, да, а вот готов будет показать достойно свою продукцию. Ну вот вы были депутатом Гордумы второго созыва, возглавляли комиссию по предпринимательству и не понаслышке знаете все проблемы, которыми сталкиваются участники, скажем так, этой сферы. Оценивая бизнес-климат Якутии и Татарстана, что бы вы отметили прежде всего, где есть какие-то, может, прорывные успехи, а где не дотягивают? Конечно, здесь очень много вопросов и юридического характера, это патенты, сертификация там, и так далее. Если говорить о технических моментах, это упаковка своей же продукции, да, брендирование и так далее. То есть очень много вопросов, которые мы можем путем круглых столов, даже просто обмена информацией, опытом. Made in Татарстан с 2016 года проект работает, да, то есть он аналогичен сделан в Якутии. Можно на этой площадке поговорить друг с другом. Взаимодействия очень много. Ювелирная промышленность в Татарстане, но она не такая, ну, по моему личному мнению, не так ярко выражена, как в Якутии. Да. Здесь у нас и одежда, и мода, да, вот именно не только европейская мода, да, а вот именно национальная присутствует. Ну, я думаю, что на этой почве можно поделиться. Ну а вот если оценивать тот объем работ, который уже сделан, то примерно когда уже можно ожидать, скажем так, результатов этой работы, то есть появления предпринимателей из Татарстана на якутском рынке, ну и, соответственно, якутян в Казани? Ну, хотелось бы сказать, что бизнес уже работает, да, так или иначе, каждый свою тропинку протаптывает. Вот торговые дома как раз таки говорят о том, что не нужно каждому себе протаптывать дорогу, устраивать это все. Мы приветствуем, чтобы по нашим знаниям, по нашим наработкам какие-то работы шли. Допустим, в Казани уже и Apple Diamond присутствует, да, ну, ярко выраженный он, наверное, и по всей... Международная уже корпорация. Да, международная корпорация. Вот. На территории Якутии уже и товары представлены, и химия, и активно в нефтепромышленности, да, работают наши земляки. Вот поэтому мы просто объединяем, говорим о том, что опытом нужно обменяться. Мы велосипед на самом деле не изобретаем, мы просто консолидируем информацию об этом.
Вот, говоря об опыте, основываясь на своем опыте, какие советы вы бы могли дать якутским предпринимателям и что вы рассказываете татарским коллегам о наших бизнесменах? Насколько до этого времени, вот, когда эта работа началась плотно, эти отношения были, скажем так, развиты? Мы говорим прежде всего о красоте нашей республики, да, о достоинствах, об экологической чистоте наших продуктов, о том, что необходимо в первую очередь даже основывать наше взаимодействие на туристических взаимных маршрутах. Да. Мы откровенно должны говорить, куда можно съездить и провести свой отдых и так далее в Татарстане. Также мы, там достаточно людей, которые готовы в Якутию приехать, в том числе вот проект, который в январе стартовал, это на полюс холода, да, поехали. Это же огромный, интересный проект. И кто-то хочет проявить себя, не залезть на какую-то гору, да, а проявить себя вот именно в холодных климатических условиях. Думаю, отличный проект. В настоящее время началась подготовка к столетию татарской автономной Советской Социалистической Республики. Как и у нас идет подготовка к аналогичной дате. Какие в планах мероприятия по расширению культурных связей между нашими республиками есть? Более 2000 мероприятий будет в этом году в Татарстане проведено, в том числе Дни Якутии в Татарстане, это 18-19 мая. Мы хотели бы пригласить не только официальные делегации, но и бизнес. Мы откроем двери, покажем, какие площадки существуют уже, да, и кто на самом деле готов туда приехать. Хотелось бы еще вам дополнительно повториться, что прямой маршрут летает у нас на сегодняшний день, да, благодаря авиакомпании Якутии, да, Якутск-Казань. Это облегчает задачи многие очень. Поэтому приглашаем. В течение года это будет прекрасная возможность ознакомиться с Татарстаном. Я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам, конечно же, успехов в ваших делах. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был заместитель председателя татарской общины, депутат Якутской городской думы второго созыва Рамиль Закиров. О сотрудничестве Якутии и Татарстана беседовали мы сегодня.